Здравствуйте, в эфире выпуск новостей в студии Султания Истакаева. Сегодня в программе. Директора Бахчисарайского МУП Игоря Голикова арестовали по обвинению во взятке и в хищении. Крымским пешеходам вновь напомнили о правилах безопасности на дорогах. В Симферополе бесплатно проверили тонометры всем желающим. Специальным гостем первенства по Киокусинкай стал чемпион мира и Европы Александр Еременко. Юбилейная творческая встреча с поэтессой Ольгой Голубевой, лауреатом премии за литературные переводы крымско-татарских произведений, прошла в столице Крыма. Привести памятники Великой Отечественной войны в надлежащий вид. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на заседании Совета министров республики. Ужесточаются и меры к должностным лицам, ответственным за содержание таких монументов. И руководители местные, и партийные руководители, всем буду задавать вопросы. Если буду видеть памятник в надлежащем состоянии, куда смотрели все, кто отвечает за работу в конкретном регионе. При этом отсутствие документации на памятнике не будет причиной игнорирования поручения, отметил Сергей Аксенов. У всех возможности есть. У кого нет, я прошу, позвоните мне, хочу посмотреть, у кого такой нет возможности. Банку краски я каждому району подарю. Художественные фильмы, информационно-аналитические программы и трансляция совместного марафона на крымских телеканалах планируется 9 мая. Подготовку к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне обсудили сегодня на заседании Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Заместитель министра информационного ведомства Вадим Первых отметил, что военная тема будет освещена в каждом регионе Крыма. Отдельно эта тема входит в повестку созданных в прошлом году филиалов, входящих в структуру АНУ-ТРК Крым, телеканалов Керчь-24, Евпатория-24 и Ялта-24. Представители региональных СМИ выступили с докладами о проделанной работе за прошлый год. Генеральный директор крымско-татарского телеканала «Миллет» рассказал о новых проектах, а также о прямой трансляции чемпионата национальной борьбы крымских татар «Куреш» и ежегодной премии общественного признания «Миллет Менлига». Переводится как «Гордость нации», где в 12 номинациях были отмечены люди различных профессий. Это и культура, и медицина, и образование, и так далее. Люди эти с разных регионов нашего Крыма, нашего субъекта, которые своим многолетним трудом вносят качественные изменения в развитие своей отрасли. Также Эрвин Мусаев напомнил, национальное радио Ватан Седаса охватывает 80% территории республики. Деньги за парковку не в бюджет, а в карман. Симферопольские чиновники присваивают вверенное государством имущество. Сотрудники МВД установили, что злоумышленники получали от граждан плату за парковку, однако в кассу и на расчетный счет МУПа их не вносили. Возбуждено уголовное дело, директора муниципального предприятия и бригадира отдела парковок задержали. Руководителю предприятия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении бригадира в виде запрета на определенные действия. Также следует отметить, что в ряде СМИ была опубликована информация со ссылкой на некие источники в правоохранительных органах о якобы причастности к совершению указанного преступления бывшего руководителя указанного МУП. Данная информация не соответствует действительности. У разбитого корыта осталось руководство телеканала АТР. 10 февраля в эфире телеканала начали показывать пустую студию с фоновой надписью «Save АТР», «Спасите АТР». Его финансирование заблокировало казначейство Украины на основании непроведения тендера. И это при том, что государство выделило 50 миллионов гривен на финансирование канала в 2020 году. Об этом заявил генеральный директор телеканала Ленур Ислямов. 2020 год. Следи за цепочкой. В бюджете нас вот так вот, как АТР, прописано нет. Постановы, которые принято в январе, нас тоже, мы ее получить не можем. Сделано ли это преднамеренно, задает вопрос Ленур Ислямов. Он возмущен игрой слов и непонятными действиями украинской власти. Мы бы поняли, если бы нам сказали бы, допустим, ребята, в бюджете денег нет, давайте как бы там пока уходите в отпуск, пока этого никто не говорит. Ассигнование открывается и тут же блокируется казначейством. Знаешь, это такой какой-то как злой гений такой, ты знаешь, и туда не знаю куда, принести тоже не знаю что.
14 человек эвакуировали из загоревшегося дома в городе Саки. Задымился балкон на 7-м этаже многоквартирного здания по улице Набережная. Площадь пожара 8 квадратных метров. Спасатели потушили возгорание за несколько минут, пострадавших нет. Получение взятки и хищение чужого имущества. Такое обвинение предъявили директору Бахчисарайского МУП Игорю Голикову. Выяснилось, что с июня 2018 по июль 2019 года он присвоил заработную плату фиктивному работнику в крупном размере – почти 300 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчину заключили под стражу на 2 месяца. Директор МУП потребовал у доверенного лица предпринимателя взятку за содействие в участии бизнесмена в аукционе на право заключения договора аренды и последующего заключения указанного договора. Напомним, 27 января Игоря Голикова задержали за получение взятки в размере 150 тысяч рублей. Дорога не прощает ошибок. С 7 февраля по всему Крыму сотрудники ГИБДД проводят оперативно-профилактическую акцию «Внимание, пешеход». Они дежурят на самых опасных участках дорог, чтобы еще раз напомнить пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Наша съемочная группа также приняла участие в рейде. Подробности в сюжете Айши Шулаковой. К сожалению, пешеходы попадают чаще под колеса автомобилей, поэтому мы проводим эту акцию. Перед началом профилактической акции «Внимание, пешеход» проходит инструктаж. Капитан полиции Наталья Романова рассказывает об условиях рейда. Для патрулирования сотрудники ГИБДД выбрали один из оживленных перекрестков в селе Маленькое Симферопольского района. Он находится на трассе республиканского значения. Рядом детский сад, школа и аграрный колледж. Здравствуйте, будьте осторожны. Почитайте внимательно. Помочь стражам порядка вызвались и студенты. Они раздают листовки пешеходам с информацией о том, как важно соблюдать правила поведения на дороге. У меня сейчас несколько знакомых лежат в больнице с переломами многочисленными из-за того, что вот сбила машину. Это, конечно, все очень печально. И вы решили? Да, все-таки принять участие в акции, чтобы таких случаев было меньше. Многие всегда будут ходить там, где удобно, а не там, где положено по правилам. А некоторые просто невнимательны и часто нарушают правила дорожного движения. Так считают сами пешеходы. Многие не соблюдают. Всем как-то лень перейти 100 метров до пешеходного и постоять там. По зебре тут мало кто переходит. Все переходят либо здесь, а зебра рядом. Вот. Ну, естественно, надо по зебре переходить. Снижение аварийности, повышение культуры поведения на дорогах – главная цель акции. Уважаемые участники дорожного движения, в данный момент вы являетесь пассажирами, но буквально через 5-10 минут, смотря кто куда едет, вы превращаетесь в пешеходов. Под пристальное внимание сотрудников ГИБДД попали как водители автобусов, так и пассажиры. Будьте внимательны на дорогах. Аккуратно смотрите. И главное, соблюдение правил является обязательным для всех участников дорожного движения. Дорога не прощает ошибок. Прежде чем перейти пешеходный переход, необходимо убедиться, что ни слева, ни справа нет машин или они остановились. И только после этого переходить дорогу. Водители также не должны забывать правила дорожного движения и, приближаясь к пешеходу, сбавить скорость и пропустить пешехода. По данным ГИБДД, с начала года в Симферопольском районе произошло 5 ДТП с участием пешеходов. 1 человек погиб, 4 получили травмы разной степени тяжести. 4 ДТП произошло по вине самих пешеходов, поэтому мы и проводим данное мероприятие. Основная его цель не столько наказать водителей, как более сделать акцент на пешеходах. Акция продлится до 13 февраля. Инспекторы ГИБДД будут дежурить на самых опасных участках дорог по всему Крыму. Полицейские призывают быть внимательнее и соблюдать правила ПДД. Лучше опоздать на несколько минут, чем на всю жизнь. Айша Шулакова, Арсен Фукала, телеканал Милет. Более 4 миллиардов рублей из федерального бюджета потратит на реализацию нацпроекта здравоохранения в Крыму за следующие 2 года. Из них более 2 выделят в этом году. Об этом в ходе заседания Совета министров сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов. Также в 2020-м в Крыму планируют открыть 5 межрайонных онкологических центров в Джанкое, Евпатории, Керчи, Симферополе и Феодосии. Предстоит большая работа в 2020 и последующих годах по формированию амбулаторной онкологической службы на межрайонном, межмуниципальном уровне. При подозрении на онкологическое заболевание это позволит максимально быстро провести полное обследование и установить диагноз. Планируется создание полноценной цифровой системы. К ней подключат все медицинские организации Крыма.
В столице Крыма проверили бытовые тонометры для измерения артериального давления. Сегодня сотрудники Росстандарта не только дали заключение о показаниях прибора, но и советы по устранению неисправности. Подробнее о всероссийской акции «Будь уверен, будь здоров» сюжет Севили Меметовой. Александра Тараненко – гипертоник со стажем. Давление измеряет каждый день, поэтому часто проверяет точность и самого тонометра. Сегодня за помощью обращается к специалистам Росстандарта. Они консультируют всех жителей бесплатно. Я постоянно делала, но за деньги делала. Впервые узнала вот с объявления по телевидению, что будет бесплатно. А вот Юрий Стрюченко об акции прочитал в газете «Комсомольская правда». Мужчина часто сдает сюда все электровакуумные приборы на поверку. Я должен сказать, что обслуживание здесь на высоком уровне. В очереди практически я находился 10 минут. Поверка заняла вообще 1 минуту. Поэтому сервис на высоте. Я должен сказать, что я в самом деле доволен результатами этой поверки. Всероссийская акция «Будь уверен, будь здоров» в Крыму проходит 2-й год. Специалисты рассказывают жителям важность регулярной поверки бытовых тонометров артериального давления. Явка граждан составила порядка 100 человек. Это в 5 раз больше, чем было в прошлом году. То есть сработал эффект информированности по сравнению с прошлым годом очень хорошо. И мы будем работать до последнего сегодня клиента. Прибор предназначен для поверки тонометра всех типов, от механических до автоматических. Устройство выполняет ряд операций, позволяющих определить точность характеристик, заявленных в технической документации. И показывает в итоге, соответствует или не соответствует прибор тем заданным значениям верхнего и нижнего давления и частоты пульса. Сегодня метрологи Росстандарта не только проверили показания прибора, но и дали советы по устранению неисправностей. Статистика прошлого года показала, что 10% тонометров оказались непригодны к применению. Основные причины – это негерметичность вот этих вот манжетов, также нагнетателя воздуха и соединительных трубок. Из-за того, что в некоторых местах они трескаются, воздух пропускает. В следующем году эту акцию планируют провести в Керчи и Евпатории. Севиля Меметова, Асан Ибрагимов, телеканал Миллет. В Симферополе стартовала благотворительная акция «Подари книгу ребенку». Вот уже 2-й год неравнодушные жители Крыма собирают литературу в детские дома и интернаты. Как приобщиться к доброму делу, расскажет Диана Бекмамбетова. Красочные обложки и яркие иллюстрации. В руках у студентов отряда КФУ имени Вернадского детские сказки и рассказы. Они готовят книги к отправке в интернаты и приюты. Такая акция уже стала доброй традицией. В прошлом году, когда мы приезжали в Евпаторию, я лично там была, я лично проводила мероприятия для этих детей. И очень классно, когда у них в глазах горят огонечки, когда ты приезжаешь. Во-первых, это то, что у них пополнилась библиотека. Я, как будущий издатель, прекрасно это понимаю, и важно знать и видеть то, что дети любят все же это чтение, значит, они не до конца как-то ушли в социальные сети, и, в принципе, значит, что-то не зря происходит в этой жизни. Дмитрий Смолянин учится на программиста. Несмотря на сложную учебу, старается преуспеть и в общественной деятельности. В акции участвует 2-й год. Он помогает с доставкой книг из разных районов города. Сейчас само занятие это очень интересно. Ну, чувствуется то, что ты как-то помогаешь людям, вот даже в разных мелочах. Просто, то есть отдать свою книгу, которую ты читал в детстве, это несложно, но ты понимаешь, что этим ты можешь сделать приятно какому-нибудь маленькому человечку. Акция стартовала в прошлом году 19 декабря. За это время собрали почти 500 книг для маленьких читателей. Активисты вдохновились идеей помочь и поддержать социально незащищенных детей. И, конечно, дать возможность неравнодушным людям совершить добрый поступок. Ребята наши, тоже отрядники, разрабатывали собственные книжечки. Вот одна из них была авторская. Благотворительную акцию проводят уже 2-й раз в преддверии Международного дня дарения книг 14 февраля. Студотрядовцы распространяют информацию о сборе на факультетах, в школах и среди знакомых. Когда мы там приходили в библиотеку, естественно, там детей собирали, чтобы они видели, что это им принесли. У них такие горящие глаза, очень, очень приятно видеть, что это им нужно. И они там сразу начали рассматривать, какие книжки. Может быть, даже кто-то начал выбирать, что кому интересно. Наш телеканал также присоединяется к акции. Принести книги можно в аудиторию 500 Таврической академии до 14 февраля.
12 февраля крымские студенты начнут сортировать книги по содержанию. Так издания быстрее дойдут до своих получателей. Диана Бекмамбетова, Асан Ибрагимов, телеканал «Миллет». В поэтическом саду Ольги Голубевой творческая встреча с таким названием прошла в Крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского. Приурочили ее к 60-летию лауреата Государственной премии Крыма. О том, как автору удается совмещать деятельность поэта и переводчика, расскажет Айша Шулакова. Началось все с песен. Я сначала переводила песни. Песни исполнялись на 2 языках. Ольга Голубева – крымская поэтесса, автор гимна Крыма и многочисленных поэтических сборников. А еще она известна переводами крымско-татарской поэзии. Я слушаю этот язык, я стараюсь понять этот язык, мелодику этого языка. И перевожу всегда с оригинальных текстов. Но, наверное, поэтому получается красиво, мелодично. Главная заповедь переводчика – не испортить переводимое стихотворение. Ее стихи сами по себе так мелодичны, что музыка лишь оформляет их. На многие произведения Ольги Ханы музыку написал и известный исполнитель-композитор Сервер Какура. Любимый Крым, деген Еребаведе. Была такая песня «Любимый Крым» на русском языке. Потом мы решили перевести ее на 3 языка. И это очень быстро сделала Ольга. 2-й куплет на крымско-татарском, 3-й на украинском. Эта песня по-настоящему объединила людей. После она начала переводить произведения крымско-татарских классиков. В ее сборник «В саду любви» вошли переводы произведений 8 поэтов 17-20 веков, а также авторов современности. За эту работу Ольга Голубева получила международную премию имени Бекира Чубанзаде. Но самый сложный, наверное, Бекир Чубанзаде. Это настолько философские, сложные произведения, и, конечно, переводить очень сложно. Да, собственно, и классика, вот Ашик Умер, это поэт 17 века, язык сложный, язык трансформируется, язык меняется, уже некоторые слова ушли из языка, поэтому, конечно, это тоже сложно. Ольга Голубева – почетный крымчанин, лауреат Государственной премии Крыма, член Союза писателей России и Крыма. А с начала февраля этого года она еще и заслуженный деятель искусств республики. Огромное вам спасибо, что вообще вы в нашем обществе есть. Спасибо что вам мы без вас большое. делали? Спасибо большое. Что вы так красиво К 60-летию писательницы сотрудники Крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского организовали встречу с символичным названием в поэтическом саду Ольги Голубевой. И здесь презентовали ее новую работу «Перевод книги поэта, писателя Аблязиза Велиева «Детский мир». Битамлар яшаган кой Карадеңизге якын. Этрафы ем-ешел дах. Даже без глубоких знаний крымско-татарского языка она с легкостью справляется со сложными переводами поэтических произведений. Бабушка живет моя рядом с Черным морем. Приезжал к ней в гости я бегать на просторе. Мастерство перевода Голубева проявила и в других произведениях Велиева. За созвучие сердец ее удостоили Государственной премии Республики Крым. Хотели бы, чтобы вот антология крымско-татарской поэзии вышла под переводом Ольги Владимировны. Это исторический сборник было бы. Я понимаю, это тяжелая работа, долгая работа, изнурительная работа. Но я думаю, она сможет это. Она талантливо переводит. Среди ценителей поэтического слога поэтессы ее коллеги, знаменитые артисты и общественные деятели республики. Ее переводы на русский язык таких поэтов, как Джефхири, Ашик Умер, Чубанзаде, Лятифзаде на высочайшем уровне. В этом году увидел свет ее первый сборник стихотворений «Книжка для мальчишки». Детская поэзия стала новым этапом ее творчества. Айша Шулакова, Максим Турчев, телеканал «Миллет». Крымский легкоатлет Александр Кадуха стал победителем первенства России среди юниоров. Соревнования прошли в Волгограде. Боролись за медали более 500 легкоатлетов из 60 регионов страны. Среди финалистов еще один крымчанин Бекир Ислямов. Он занял 5-е место на спринтерской дистанции 60 метров. По сумме очков сборная Республики Крым одержала победу среди команд 2-й лиги. В следующем году наши спортсмены выступят на зимнем первенстве России в 1-й лиге. В Симферополе прошло первенство по киокусинкай карате среди юношей и юниоров. В соревновании приняли участие около 150 спортсменов со всех регионов Крыма. О результатах узнаете в нашем следующем сюжете.
Энергичные и решительные действия. На первый взгляд и не скажешь, что такая хрупкая девушка обладает такими жесткими приемами карате. Этим видом спорта Ольга Суханик занимается 6 лет. Сила духа и упорство. Именно эти качества помогли сегодня ей одержать победу над соперницей. Чтобы победить соперницу, я использовала удар Маваши Чудо в живот. Для меня этот вид спорта – хобби, без которого я уже не представляю свою жизнь. В год студенческого спорта решил испытать свои силы Али Абдулджемилов. Для него это первые серьезные соревнования. Увлекся карате год назад. С тех пор ежедневно занимается под руководством тренера. Первый поединок оказался безуспешным. Я использовал удар ногами и не обращал внимания на технику рук. К сожалению, из-за этого в основном были получены травмы. Я учел то, что я очень мало ставил блок и в основном не вкладывался в удары. Мощность и жесткость. Именно они характеризуют Киокусинкай. Спортсменам запрещены удары по голове руками. В остальном ограничений нет. Зрелищный бой на татами объединил почти 150 юных спортсменов со всего Крыма. Новый тренд – это спорт норма жизни, поэтому молодым спортсменам желаю быть всегда спортивными, совершенствоваться без остановки, и чтобы девиз «Спорт как норма жизни» наших спортсменов и спортсменов Российской Федерации – это был как бы жизненный лозунг. За интересными боями внимательно наблюдает чемпион мира и Европы Александр Еременко. Он специально приехал в Крым, чтобы провести мастер-класс и научить юных каратистов новым приемам. Не так давно в правилах есть нововведения. И мы будем разбирать детально, какие нововведения, как использовать, как работать с ними. Ну, то есть я буду рассказывать то, что я на своем опыте приобрел, что я умею делать и как вообще у нас в мировом киокушине, то есть на чемпионате мира, и использовать новые техники. Сегодня Киокусинкай вызывает у крымчан все больше интерес. Спортсмены демонстрируют мощность настоящего карате. Доказательство тому ежедневный труд и высокие результаты на соревнованиях. Киокушин воспитывает хорошее качество, которые помогают нашим детям стать лучше и быть полезными для общества. По итогам этого первенства все победители примут участие в чемпионате Республики Крым по Киокусинкай. Соревнования пройдут 29 февраля в Симферополе. Айша Шулакова, Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. И снова к новостям спорта. 112 медалей чемпионата и первенства Крыма по плаванию завоевала школа водных видов спорта. За победу боролись около 200 спортсменов. Соревнования длились несколько дней. Воспитанники Республиканской школы водных видов спорта выиграли 46 золотых, 31 серебряную и 35 бронзовых медалей. Теперь победители и призеры готовятся к чемпионату и первенству Южного федерального округа. Соревнования пройдут в Волгограде. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго!